Вчера мы вернулись из археологической экспедиции в Урнарский район Чувашской республики по раскопкам Синди-Миркинского грунтового могильника. Вот уже шестой год, начиная с 2012 года, Чувашская археологическая экспедиция проводит эти раскопки. Начиная с 2013 года мы работаем совместно с Мордовским государственным педагогическим институтом имени Евсевьева. В работе принимали участие представители, сотрудники отдела археологии нашего института, Евгений Петрович Михайлов, Александр Юрьевич Березин, Наталья Степановна Березина. С мордовской стороны это были Валерий Васильевич Гришаков и Олег Владимирович Седышев. Первоначально раскопки проводились силами археологической практики Мордовского пединститута, но из-за проблем с погодой и с местными жителями они уже в начале работ нас вынуждены были покинуть, и нам пришлось своими силами заканчивать экспедицию. Для этого были приглашены школьники, студенты, волонтеры из разных районов Чувашии и из школ города Чебоксары, которые в итоге и спасли раскопки. Несмотря на столь сложные условия, был заложен вполне большой раскоп, такой средней площади, как и в прошлые годы, 208 квадратных метров. В этих 208 квадратных метров было изучено несколько интересных объектов, связанных с разными периодами человеческой истории. Вообще могильник, который мы изучаем, имеет 4 культурных слоя. Это слой бронзового века, раннежелезного века, эти два слоя связаны с поселенческими материалами. Затем могильник 2-3 веков нашей эры, это самый конец раннежелезного века, и кереметь, то есть святилище чувашское. В данной экспедиции в верхнем слое была обнаружена одна яма, связанная с кереметью. В ней зафиксирован зуб, предположительно мелкого рогатого скота, видимо барана, и рядом монета, деньга 1749 года. В принципе, еще 2 года назад основные объекты, связанные с кереметью, уже были изучены нашей экспедицией. Мы зафиксировали практически полную конфигурацию святилища, зафиксировали ограду Кереметь-Карды, вход в святилище, вероятно, место, где стояли некие идолы, череп лошади был зафиксирован, кальцинированные кости, то есть сожженные жертвенных животных, и разнообразные монеты, которые позволяют датировать этот памятник, то есть Кереметь, с 17 по начало 19 века. То есть такой языческий этап жизни Чуваш. Видимо, он связан с местными окрестными деревнями с момента их основания, то есть деревня Синди-Миркина, Буртасы. В этом году, в принципе, это уже окраина Керемети, это место перед входом, достаточно удаленное, где-то метров на 10-12. С раннежелезным веком, с селищем было связано несколько хозяйственных ям, одна из которых, видимо, была под навесом, поскольку ее окружали столбы. Там были зафиксированы столбовые ямы. С селищем раннежелезного века также связан ряд находок, таких типично поселенческих. Это обломки керамической посуды, это целая пряслица, это несколько кремневых и кварцитовых отщепов, это кусок охры, органического минерального материала, красящего вещества. Наиболее интересные результаты получены на могильнике римского времени 2-3 века. Изучено 11 погребений, общее их количество на сегодняшний день 75. Общая площадь вскрытая могильника более 1200 квадратных метров, чуть больше. Мы считаем, что могильник далеко не исчерпан, это где-то может быть половина могильника, поскольку где-то половину площади мыса мы изучили, и у нас есть данные геофизических исследований. Дело в том, что в мае этого года там проводились с помощью магнитометра и георадара специальные исследования, которые позволяют сказать, что еще много погребений осталось нами не изученных. Значит, начиная с прошлого года мы изучаем новую обособленную группу погребений. Они образуют новый ряд. Он удален на 12 метров от предыдущей группы. Вот в предыдущей группе в основном были женские и детские погребения. На этот раз мы вот 2-й год изучаем яркие мужские воинские комплексы. Об этом говорят находки в погребениях. Они, сами могильные ямы, достаточно глубокие. За эти 2 года изучены просто огромные погребальные камеры, максимальная длина которых 6 метров в длину, 2,20 в ширину и до 2 в глубину.
и там был похоронен один человек. Могилы, изученные в этом году, они сопровождались таким специфическим воинским инвентарем, как мечи. Было обнаружено 3 меча, из них 2 двулезвийных и 1 однолезвийный палаш, такой конский меч. В каждом из мужских погребений был комплект метательных копий, 2 дротика, наконечники стрел, видимо, остатки колчана вокруг них также. У одного из погребенных был топор в ногах положен, также уздечные наборы, то есть конское снаряжение. Причем в одном погребении даже 2. Они сопровождались также кинжалами, причем в одном случае в этом году с богатыми ножнами, у которых сохранились обшивка сама ножен, бронзовый наконечник, устье ножен, зажим по краю ножен. Также очень важными датирующими находками являются сами пряжки ременные, поясные наконечники. Ряд из них имеет римские аналогии, то есть делались по прототипам римской военной ременной гарнитуры, что уникально для нашего региона. Из предметов импорта также можно назвать, в этом году были найдены бусы редкие, это янтарная бусина и бусина из халцедона. Также погребенных в тот мир, в погребальный мир сопровождала посуда, это керамика, горшки керамические, в которых, вероятно, клали пищу. Кроме прочего, эти мужчины не были чужды и украшений у себя, они были погребены вместе с шейными гривнами, браслетами, ожерельями бусинами. И можно сказать, что погребение продолжается этот ряд и дальше, поскольку в самой стенке раскопа была зафиксирована еще одна яма. И планируем, что через какое-то время исследования будут продолжены на этом месте, и, возможно, когда-нибудь могильник будет изучен полностью. Также мы с нетерпением ждем результатов анализа. Дело в том, что в этом году, благодаря гранту, который удалось выиграть год назад, мы часть материалов отдали на естественно-научные исследования. Так у нас будут определения пород древесины, используемые в погребениях, а погребенные были обернуты в кору. Также у нас будут образцы почвы из погребальной керамики. Мы поймем, какую пищу они клали своим покойникам в тот мир. Также мы получим данные антропологов, то есть мы определим пол и возраст погребенных, хотя бы часть из них, хотя кости сохраняются в могильнике не очень хорошо. Также мы поймем, какой диеты они придерживались, будет проведен специальный анализ костных тканей уже после антропологов. Также мы поймем, по какой технологии они делали керамику, то есть какую глину они отбирали, то есть какое сырье использовалось, какой технологии был налеп, как производился обжиг. Это позволит выйти на культурные традиции этого населения. Тем не менее, уже сейчас мы можем сказать, что этот памятник очень важен для всей археологии Среднего Поволжья или Волго-Уралья. Дело в том, что он немножко позволяет нам уточнить судьбу населения, оставившего уникальный Андреевский курган. Это самый яркий памятник римского времени в нашем регионе. Он находится в Мордовии на границе с Чувашией, не так далеко от Чувашии, и оставлен таким воинским населением, пришедшим откуда-то извне и захватившим местное население. Вот это событие, произошедшее в середине 1 века примерно, оно дало толчок формированию волжских финнов, то есть будущих волжско-финских летописных народностей: Мордвы, Мещеры, Муромы, Мерии и марийцев. И наш памятник – это следующий этап их жизни, который давно искали. Это связующее звено между Андреевкой и древней мордовской культурой, которая сформировалась в III веке нашей эры. Наш памятник занимает промежуточное положение. В следующем году готовится первая такая предварительная монография по материалам могильника, в которой мы будем публиковать именно источник, то есть дневники раскопок и все рисунки. Аналитические работы, их, я думаю, будет много, потому что памятник уникален, будут в дальнейшем. Даже